морскими камешками Чакчака не видел. Рахмат. Вообще, да. Считайте, что из Москвы. Москвы, да? Ну, я с начала месяца уже это пятая неделя. То есть я утром прилетел из Салехарда, а вечером вылетел в Омск. Хорошая жизнь. Да, завтра прилечу в Москву, а на следующий день полечу в Татарстан. Даже в Татарстане такой палечный пикет. Это наше блюдо. Сибирских татар. Там туалет, душевая. Теплая вода. Это вода нагревает. Спину не фотографируют, чтобы совладать с этим. Ну, не открыли. Ух ты, ё-моё. Прямо так это. Все серьезно. Ничего себе. А этот, Пропустите меня. этот спортзал ремонтировал благодаря председателю федерального дома. Гильмудинов сам здесь был? Нет. Мы его ждем на открытие. Короче, завтра я вам буду рассказывать, что Вот, вас там вот благодаря ему вот этот спортзал был отремонтирован. Здесь окна были вот такие, уже падали, все страшно было. Дерево сгнило. все заменили. Уменьшили размер. Депутат местного поселения еще активный, самый. Вот этих вот спортсменов детей воспитывает. Учитель, о котором мы так и говорили. Да. Как получается? Ну, по мере возможности. Доведите детей. А наши девочки какие красивые, да? Нигде таких нет. Только у нас в Улет-Куле. Я как женщина это говорю, а вы, мужчины, еще больше должны говорить. И у них же крылья вырастут. И будут еще лучше следующего Так лета. свататься придется. Ну, они заняты, к сожалению. Ну так а что Все. это рекламировать? Ну, все это по-взрослому. Да, вот здесь история школы. Николай, Николай. Очень приятно. Камиля мы знаем. Все писали по пути пойдет. Наша школа была как средняя школа, основана в 1909 году. Вот как раз в этом году юбилей нашей школы. Двойной юбилей. Первое, Ассаляму алейкум. Как средняя школа существует 80 лет, а помещению вот этого здания 40 лет. Но к нашей гордости, наверное, татары стремились к знанию. Поэтому в школе была... Здесь живущие татары, поправлю. Да. Именно Здесь живущие. Я про Уленкуль имею в виду. Вот, поэтому уже в 20-е годы того столетия была здесь начальная школа. И 30, начальная школа, а дальше надо же учиться. А учиться негде было. В 1931 году отправили детей учиться в Евгащино. Евгащино из наших деревень учились 30 человек, 2 учителя сопровождали, но они знали только татарский язык, а русский язык не знали. Поэтому в 30-х годах местные татары русский язык не знали. Как знали? Уровня ученика. Да, уровня ученика уже не знали. Поэтому обучение, вот до недавнего времени, я до сих пор помню, я из русской деревни, я русский, а мои все родственники двоюродные, они учились в этой школе. У нас, например, учебник истории, учебник географии, все здесь на татарском, у нас такой же учебник на русском языке. Поэтому вот это было. Но эта школа просуществовала только 1 год, потому что детей очень много было, и было принято решение в 1932 году открыть именно на территории нашего сельского совета школа рабочей молодежи. То есть семилетку, другими словами. Это семилетка, а потом уже пришли люди, которые, ведь вот кругом были татарские села, Яламку, Тусказань, Каракуль, Черналы, Форпост, и везде жили
ну, лица татарской национальности, а им надо было где-то продолжить. Да, Там не было школы. Там начальные были. Ну, только. начальные. А у нас здесь семилетка была. И в 1939 году по уже, вот если можете посмотреть, вот здесь все, кто первый вот директор Мухаммадеев Хаджиевой, и вот он написал письмо, а в эти времена как раз наш район разделится на два района. Первый – это Башиечинский район и Евгощинский район. И поэтому было принято решение открыть на базе нашей 7-летней школы среднюю школу. Конечно, 1939 год, и буквально через несколько лет уже они не смогли. 8 класс проучились, 9 класс проучились, и началась Великая Отечественная война. К сожалению, те выпускники, которые закончили среднюю школу, они не смогли до конца проучиться. Практически, вот вы увидите список, они все практически погибли. 2 человека, это Абчалимов Медхатовый и Хайрулин Газисовый, они вот вернулись, и несколько женщин были, но они, к сожалению, уже погибли. А все парни, их призвали в действующую армию и погибли большинство на фронтах Великой Отечественной войны. Гордость нашей школы является Валеев Фуат Тачми Ахметович. Он буквально недавно умер, он из деревни Яланкуль. Ну, учился в нашей школе. Он и академик, он профессор вот, в Казани, доктор исторических наук, который Это ваш выпускник? Да, наш выпускник. И Суфия Искакова, его супруга. Суфия Мунзировна, она, правда, кандидатом исторических наук была, но они учили, вот как поведет. Вот такая была парта когда-то, очень... ну, они учились, и мы тоже все учились, и носили вот эти вот... Я такие тоже застал. Да. Нет, мы это не носили, у нас это вы уже хорошее время жили. А мы когда-то, значит, этого не было у нас возможностей. Это Поэтому, было модно. Да. Поэтому вот для нас вот эта гордость. Буквально в апреле, да, для ИГП, в апреле же была международная конференция, посвященная по жизни, быту, истории сибирских татар, которая проходила в Омске, посвященная памяти Валеева Фуатовой и нашего тоже земляка, это Шиху Матвии Хусаиновны. Здесь вот по годам можно очень много рассказывать. Конечно, вы можете просто их не знать и так далее наверху. Но я просто хочу на 2 экспозициях. Вот, легенда нашей школы, которая всю жизнь проработала в этой школе, у нее в трудовой книжке одна единственная запись, принята на работу учителем русского языка и литературы. Она вот буквально на 2-й день после последнего звонка умерла на 96-м году жизни. Чемакина Клара Дмитриевна. Чемакина Клара Дмитриевна прибыла к нам в 1943 году. Она даже понять 19-летней девочкой из села Урманного Тобольской там, губернии, области, я не могу сказать. И когда ее направили сюда, она даже понятия не имела, что она попадает в татарскую деревню. И вот она вышла здесь замуж, 3 дочерей. До последнего времени в этом году она покинула школу, уехала в город Мухаммадеева Рима Пасан, наша коллега. И вот она всю жизнь занималась краеведчеством. Это вот малая толика ее работ, которые она вела. О каждом из наших выпускников она могла и статью написать, и газеты выпустить, и так далее. И про ветеранов войны. Она, вот это козырь ее, наверное, Уленкуль благодарен ему. Геройка патриотическое воспитание. Это здесь все сохранилось? 1 год переходящие красное знамя района даже завоевали в школе. Вот. Да, и вот выставка нашего учителя, художника, гончарных дел мастера, это Шихов Артур Евкатович, тоже отличник народного просвещения. Вот он всегда и зарисовки делал, и оформлял. К сожалению,
возраст, он на заслуженном отдыхе сейчас. А из молодых вот таланты есть? А вот талант, девочка, которая учитель технологии. Он, Чумарова, да. а вот она, Чумарова Джамиля Жулдыбековна. Она, Да я ее видел. Ох ты, ё-моё. это самое в 1983 году по инициативе Рахмангулы Зарифа Абдрахимовны был создан вот этот музей, музей быта сибирских татар. Здесь представлены экспозиции. Конечно, здесь сырость, вот что можно сказать, да, сразу чувствуется. Первое, одежда, элементы одежды, элементы вот женских головных уборов. Это самое ценное. Наверное, вы обратили внимание. Вот, Ляйляпа, вот это, да, женский колпак. Да. Это в Западной Сибири два таких экземпляра, которые остались. Вот у нас и в Тобольске, сказали. Ну, вроде говорят Вроде. еще в Омске, в краеведческом, но я не Да, знаю. я видел, 2-3 мы всего видели. их Да, экземпляра таких осталось. экземпляров. Один у нас. Вот эти все ценные. Конечно, Да, кое-что... стоимость лошади эти колфаки. Это же речной жемчуг, и кантиль Да. это золотая нить. Ну, только хотел сказать, что Да. вещь такая. Это очень ценные вещи, конечно. Но кое-какие записи здесь есть, но они, может быть, устарели. Классно. Это Классные же, родословные да? наши. Нет, Да. знаете, как делали вот это украшение? Манистами? монеты. Да. Вот нет, вот это именно. Это медные монеты, медно-никеля, они белого цвета. При советской власти делали, кто занимался фотографией, брали эти монеты, бросали в правителя, он имел серебра, они становились посеребряными. Вы знаете, да? Мы... Ну, если... Сам это делал. мы Сам делал. Старинно. Ну, потому что как бы это вот, да. 100 и это более всё. лет им, да, Свет Николаевич? Больше, да. Даже 100. больше, потому что... Вот это Ну, родословно, это кто составлял сами? Это Это вот Шикова Мандья Мандья Хусаиновна, Хусаиновна. сейчас музей есть, мы туда Краевед. зайдем. Это по ее преданиям, по ее архивным Я данным. говорила, когда и мы так за столом далее. сидели, Свет Николаевич, сколько лет все-таки по родословному Ленкулю, как вы скажете? Ну, 400 это уже подтвержденные есть, да? Есть. Но 400 они есть. подтвержденные Еще больше, еще наверное. больше, и 500. Да. А скажите, вот украшения вот такие женщины или хотя бы похожие, хотя бы на праздники одевают вот в поселение? Нет, Сейчас. такие, как это же исторические. Нет, как я говорю, вот похожие. Вот похожие, стилизованные, да. стилизованные. Вы это увидите Практически в все. клубе. Сейчас увидите. В клубе сейчас увидите. все. В свое время, когда голод был, у нас картошку не садили, вот по русским деревням ездили и меняли вот на эти. Картошку брали, там работали, копали. И всё Ну, ценное. здесь вот, конечно, вот уже не два экземпляра, а две книги выпустили омские ученые по нашей вот этой посуде. По сути, очень Это ценные. Тихомирова, Таких посуд, говорит, нету. Даже вот Тихомирова звонила, что нету таких посуд. Да, которые- только Очень только у ценные нас посуды очень для ценные. вас. Ну да. Вот эти особенно чайники, это натуральный фарфор. 10 экземпляров из нашей коллекции вошел в сборник произведений. Ё-моё, как коз даже вас такой. Да. Ну тут из раскопов. Это жители передают, да? Да, в основном? жители собирали, вот, конечно, вот эти канганы, эти Ну, вот самовары, они, да, и- ну, Куман. Каракули у нас есть бывшая учительница самовара. Сколько это? 20 Ой, 50 там у нее 50. самоваров. Муж 50, колокольчики да, собирает, да, собирает. Муж И колокольчик колокольчики. собирает, тоже штук 50, наверное. нет, самоваров у ней 100, 100, да, а да. у мужа колокольчиков 68. 68, да, 68. Да. Вот такие, наверное, помните. Вот, очень много вот этих треножек. Треножек. Сейчас нет, наверное, нету. Мы же не пользуемся такими. Да. Это на открытом огне Ставили. ставили, чтобы 17 век. А вот на охоту ходили, это которые оружие наше, как Сейчас. вот оно лежит, Кистенёны. вот оно лежит, А, боевое вот, оружие. Кистень. Кистень, да. Да, кистень. А у нас Да, в сельском музее, у нас еще сельский музей есть. И там у нас есть большой это капкан, который на медведя Вот ходили. нам пропагандировали ихние нунчаки, а у нас свои кистени были. Да, да. Мы про свое забыли, а вот как у них там все стараемся.
делать. Да. И вот наши родичи в Турции. А, В начале Это тоже наша 20 история. века, во времена Столыпинской реформы, очень много же семей уехали, то есть разрешили турецкое правительство, и всех близлежащих деревень Ульянкуль, Кумыслы, Яланкуль, Черналы, Каракуль, более 100 семей, они уехали. Вот сейчас мы рады, что общаемся, переписываемся. Вот они прибывают к нам на Сюда, конференцию, наши туда ездят. наши ездят, ну, самые первые. Образовали свою деревню в Турции, Богородюк Богородюк называется. Наши называется. предки. там они, собственно, Конни, Да, ну в основном сейчас дети, Только половина, правнуки. по-моему, доехала. Да. Некоторые вернулись. Мой дед больше конкретно половины. вот вернулся, он почему такой в боец. Турцию поехали? А потому что им выделили, деньги выделили. Ну, в свое время Плюс были земли в России. выделили. Потому что Ну, получается, что они туда уехали, а оказалось, земля-то каменная, плохая. Какую землю обещали, они им Всё не дали. обманули. Да. Не-не-не, было. там султан сменился, пока они были в пути, сменился султан. год и 2 И- года добирались. Это Да, же, по законам Османской империи Да, все там- принадлежит султану. ну, по крайней мере, уровень-то жизни у них сейчас, как они рассказывают, Совсем другое. совсем как, другой. Да. как живут, как на том свете. Нет, хорошо очень. Так, следующий. Надо, чтобы они сюда переехали. Они не сделать. хотят, вот как они Не, хотят? когда сделать так, как Программу «Грант» напишем с вами. Не, как Или- это, не, как сделать лучше здесь, так они переедут, как сейчас российские немцы начинают переезжать. Староверы переезжают на Дальний Восток. Встречался этот самый. Меняется страна, меняется. Мы ждем вот этого. Мне нравится ваше. Это вот третий музей. Это вот третий музей памяти почетного гражданина. Единственный у нас был почетный гражданин Башкирского муниципального района, наш педагог Шихман Якусаиновна, краевед, историк. Музей. И самое первое, то, что вот она, чем она занималась, что она делала, наверное, в памяти многих-многих наших земляков осталось. Вот не только этот ковер, который она вышивала 25 лет, и получил 25, потому что за этот она не могла, потому что она очень тяжело болела. Две сложнейшие операции. К слову сказать, один глаз у нее только видел. И тем не менее, с этим она за эту работу получила мастер золотые руки. И вот если вы обратите внимание, это вот малая толика того, что она сумела. Вот это тоже одно из любимых ее работ. Конечно, вот Это все она делала. это все она, это все ее вещи. У нее не было, конечно, детей. Этот год для нее был бы юбилейным годом. Она родилась 15 января 1929 года. Мы проводили здесь мероприятие, проводим районный конкурс стихов, посвященный ее памяти. И закончив семилетку, она 2 дня от, вы знаете, из Яланкуля пешком добиралась сюда. 2 дня добирались пешком, потому что у ней была тяга к учению. Когда она закончила 8 классов, поехали поступать в Евгашинскую школу. В то время в Евгашино директором школы был Пономарев Николай Павлович. Это Альбина Николаевна отец. Да, он был директором школы. 6 поехали, а это, помните, я вам внизу сказал, группа детей. А здесь они сами поехали. У них ни продуктов питания, ничего не было. Николай Павлович давал 200 грамм хлеба в день. Да, в день было. Вот представьте, но благо, что 3 уехали, они не смогли учиться, а он из списка не вычеркнул, и пайки их хлебные отдавал этим. Остальные в Гащино, хоть там картошка и дома что-то было. И вот так вот они проучились. Но самое главное не вот эти вот вещи, которые ценятся во всех странах. Вы посмотрите вот на эти генеалогические древа, которые она скрупулезно про каждую семью составляла. Вот Это вот поселение. всё. Поселение. То есть Вот ее вот смысл такой жизни был. Да. Вот она могла бытом своим не интересоваться, она что-то не могла.
там делать и так далее. Вот она в школе у нас вела кружок для девочек. Я помню, Джамиляпа не помнит, наверное. Вы тоже бесплатно, да. Вот я помню эти вот Мухаммадеева Ларису Апа, Гульнар, Дашихова Гульнара, эти девочки Давлет Багины и так далее. А вот каждую семью, даже вот мы дальние родственники Айтыкиных, ну, по бабушкиной части, когда-то из Москвы звонок, вот найдите, вот здесь я сейчас уже, потому что люди смотрят, я и бегу к ней, благо мы недалеко жили, она в своих записях находит то-то, то-то, вот и так далее, и так далее. То есть про каждую семью, вот посмотрите, кто кому как родственник приходится. Это мы сейчас, наше поколение вроде грамотное, интернет есть и так далее. Мы не всегда знаем, да, не всегда знаем, двоюродных, троюродных, четвероюродных, да, а она уже до 7-го колена, вот это все расписывала, кто кому какой родственник, это такой-такой. Ну, если кого-то не знает, ставила вопросы. То есть про каждую семью конкретно, каждую семью. Конечно, на основе... А про свою, по-моему, 50 колен, да? До 50 колен. Лейляпа, дайте, пожалуйста, вот зеленую книгу. Вот эту? Не, вот вон там. Сборник есть. Да, сборник. И вот с одной из работ Рахман, вот судьбы моих предков на фоне эпохи, это уже помните вот самое, и она стала победителем вот в одной из номинаций, как раз по вот этим родословным, которые мы в том музее. Это же музея не было. Вали Каримович выделил нам вот это помещение. Это служебное было помещение одного из заместителей директора. И так как у нее детей никого не было, поэтому вот все, вы бы видели, вот посмотрите, некуда ставить вот эти книги, эти журналы, которые она прочитывала. Любую книгу возьмите, любой журнал, и там всегда есть заметки. Но это уже как раз по... бухарская. Да, бухарская линия. Бухарская линия идет. Мгм. Поэтому, А в таком вот в электронном виде вот эти есть к дословно? сожалению, нет. К сожалению, можно было бы. Если пожар или что-то. Да я про что говорю, да вы чего? Это у вас Кладезь. не просто кладезь. Это как бы переосмысливать, это очень быстро, тут время надо. Это, Переписать, это все да, готово. это- В электронном Не виде. переписать. Это Она Да. все село вот вела, вот пригласительно ее на свадьбу Я приглашали. почему- Валерий Николаевич, приглашаем вас в экспедицию в Ульяновск. Мне не в экспедицию. Я как информационщик вам логическую схему нарисую. Найдем одного молодого татарина, приличного. Я ему Здесь. скажу, что сделать. Идеальный вариант Здесь здесь. найдем. И он нарисует такие, вот, и это все уложит. Я Рафик просто придет вижу, с как 1 эта января логическая в схема библиотеку. работает. Молодой человек, дай бог. Вот книги, которые как раз... Ё-моё, вот эта книжка самая ценная. Какие вы там туристические маршруты? Ерундой занимаетесь, у вас уже все есть. Культура питания татар. Да. Не фестивали нужно делать, а как правильно здоровым быть. Вот это нужно продавать-то. То, что Вот мы- это бренд. Да. Олег Это Ильич, Тихомирова ну, написала. Это Тихомирова. Кроме вас, первая, кто мне подскажет? Вот первый сборник ее, Слушайте, а второй сборник по этим, По посудам. по посудам. Посудам. Слушайте, да у вас тут кладезь просто, непаханное поле. Только у нас ума не хватает до этого. Мы не можем это Времени всё нет. в жизнь притворить. Мы это сами понимаем где-то вот. Но вот это они помогают нам притворить. Хоть вот этот грант, конечно, это вот они. Это вот деляра, Уже которые... все у вас написано, У уже нас все написано придумано. есть, но просто у нас... Мы им где-то не можем это сказать, чтобы они понимали там Нет, в короче, городе. у вас тут Ну, нужно приехать на денечек, а то и на два. Да. Нет, И вас тут копнуть с пристрастием, у вас все есть. Такое, что ни у кого нет вообще. Это я вам точно говорю, я по стране езжу. мы это сами Вы не понимаем. понимаете, что у вас вообще есть. это вот это у нас очень много. Вот вышивка гладью. Да. Это ее, это личные ее работы. Это У меня мама покойно вышивала гладью, поэтому у меня с детства. Видите, 1900 вот. вот такие вещи. А где у нее школьное платье было? Да. Ну вот эти нарядные. Вещица была. А Ситцевы там в Краеведческом музее. А, внизу. В Краеведческом музее. Вот у меня вопрос, то, что нужно срочно будет сделать. А можете мне вот такой вот, хотя бы фамилия, их трое здесь, да? Вот, войны не женское лицо. 3, кто женщины воевали на фронте? Да. 4, да, одной фотографии нет.
То Не, мне фамилия В нужна. Афганистане мы, да? Нет, во время которые, войны. которые, война. да. Вот самое, вот помните, Валеева сказали, вот эта жена Валеева, Суфья Апа, она, Она еще жива. Она умерла же. Умерла уже? Когда? Умерла. Зульфия сказала, что Я даже не знала, она же в Казани жила. она в Казани. Но да. ее дети университет Это преподают Тусказанская, английский язык, это Валеева. наша, это тоже Сегодня наша. Рахманболов. общаться бессовестно. Hasan Я с ней Tanjarlarım var mı? номер İmeler mi? телефона. Asfalt markamın patını biz. Да. А, да, Рамазанова Даняра, мама, ну она как бы подтвержденная. Теперь идем куда? Это Теперь первый класс. Вот самое, еще про Артек, вот что вы сказали. У нас еще в 95-м году была девочка. Вот Мы это- всем селом собирали. ради... Ну, У нас прямо вообще наступит. Джамиля, можно сфотографировать. Коллекция значков-то у вас знатная здесь. Очень редкие значки. Ценные? Они не ценные, они редкие. Кто-то настолько не смотрит. Вот такие Мы вот. раздаем по музеям, у нас берут еще. Район берет. Область берет. А мы тебя не знаем, даем. Вы, наверное, обратили внимание, когда сразу входите, бюст в 16 году, который был установлен, а долгое время, Можно я, да? практически всю жизнь школа носила имя Мусы Джалиля. И вот отрадно то, что наконец школе было присвоено такое высокое звание. Там и судебник 1497 года есть. Она сама была историком. И поэтому проработала в школе всего 25 лет, к сожалению. Мы идем по дороге, указанной Ильичем. Мы вчера сидели, я говорю, знаете, почему большевики победили? Что в 90 еще в конце 19 века они открывали кружки для рабочих. Грамоты несли, знания. Поэтому люди пошли за ними. Спасибо. Вам спасибо, Сергей. Вам спасибо, что сохраняете, что работаете. Творчески. Как зовут народ? Первый класс стесняются. И сами слова. подарок вам будем лепить, моторику развивать, Мозги. мозги. Хвостик будет болеть. Учителю будете вручать? Кому будете? Детям будете вручать? Наверное, детям, каждому, наверное, Каждому, да? наверное, вручать. Давай, Да. я буду держать. Давайте, Валерий Георгиевич, помогите. Чтобы это Давайте. уже... Вы как гость вручайте. Давайте, что персонально. Так, покажем тогда. Так. Держи. Называется, погромче скажите, что... Спасибо, вы же по-русски умеете, говорите по-русски. Да, по-моему, ты Они по-татарски, говорят, что я что- понимаю. Давайте погромче говорите. Они говорят, Спасибо, что... по-татарски я понимаю. Так, А здесь это чехотпёрок? так, держи. Ой, ой, молодец-то. Так, держи. Да, это пластилин. А это цветной картон. Это цветная бумага. Давайте все форме скажем рахмат. Когда? 3-4. Спасибо еще. Давайте сзади встанем, вы Еще раз. сфотографируете. Да. Не каждый день так из Москвы. Да не каждый год, наверное. Да. Две библиотеки. Школьная библиотека и сельская библиотека. Татарские книги, региональные автономные сказания нам выписывают. Да. Бесплатно дают. Большевический район, там солдаты. Все, здесь не тереть, ладно, все, печать стоит, да. Мама дорогая, капитал мама.
Маркса у вас есть, история КПСС. А в сельских библиотеках много где они лежат. Так это ж правильно. Это же история. Это не история, это современная жизнь. Как мне один человек сказал, не надо выбрасывать, через пару десятилетий пригодятся. Нет, у меня преподаватель был завкафедрой экономики, он сказал, что лучшего учебника политэкономии, чем «Капитал Маркса», еще никто не написал. У нас пытаются там экономику строить, читайте «Капитал», там все написано. Слушайте, да. Искусство Древней Руси. Октябрь, революция. Сказки народов СССР есть? О, мы вчера говорили, Хрестоматия была такая книжка. Это надо у библиотекаря спрашивать. Есть, наверное. Вот это Шахматы альбом начали совершенно изучать. старинный. Учебник. Вот этот альбом. Очень полезно. Очень полезно. Пособия все. Все, что нужно для того, чтобы карты, все. Учебников хватает детям, да, Каримыч? Татарская литература хватает, заниматься А хватает, учебники областной на татарском автономии. языке? Нет, на русском. А Ну, по-татарски. У нас же два родных. Родной татарский, Ну я родной понял, русский. А преподавание на татарском или Нет, на нет, русском? на русском. На русском. Да. да? Ну, родной язык татарский, на татарском. это вот то, что вот вы сказали. говорили. остальное А на сколько русском. татарский язык вот, в неделю? Ну, по 1 часу В получается. неделю, да. Слушайте, я даже при советской власти он был. Один Нет. язык, один У нас литература. было два языка, два литературы раньше. Ну вот у нас в неделю был один язык, один литература. У вас что? Ну, сейчас То есть на русское было обучение. 2 физкультуры, стало 3. Было 1 иностранный, сейчас стало 2 иностранных. Немецкий и английский. Поэтому откуда Не, ну брать? физкультура Татарский наша берем. лучше, чем же математика. Да. Главное, чтобы они не бегали по улице, а Чтобы не бегали О, «Приключения Гулливера». Я же такое точно это издание читал. Точно. Мы отремонтировали и Зайнуловича на Зайнуловича. В честь за вклад внес сюда. В переводе ожирение Бога. Трое на мобильный. Но посещаемость низкая. Население никто не работает. Все дома с детьми. А платят сейчас 100%, 1000 с чем-то получается. Альфия Ильевна, Поэтому денег нет. Понятно. где хозяйка? Там с детьми? Она в клуб ушла. Чак-чак. Уже, там уже туда ушла. Здесь у нас стоит памятник. Немногих поэтов, которых можно прямо, если рассказывать о войне, прямо. У нас девочка читала на одном мероприятии стихотворение и шли фотографии. Какое стихотворение она читала? Сейчас скажу. Варварство? Да. И фотографии вот подавали так, дети сидят, плачут. Всей стройки. Привет. Тот молодой человек. Видите, красный трактор татарь. Потом я тебе все Это вот этот дом, да? С какой стороны? рассказывай. Как вот планируем работу. Все в работе, сток не просто так поставлен, потому что он зимой будет что делать? Бурить и ворота ставить. Я так поняла, да, Ради Гриша? Но сейчас так уже не думают. Грели бы вручную, деньги тратили. Вот так вот думает. Молодец. Чем, Радик, вот чем? Вот убежали и нету их. Уже
все есть это? Собираем потихоньку. Собираю, Понятно. хожу где-то, достаю, реставрирую. Сейчас вот после Нового года буду Там заниматься. шарик есть, нажми на него, кнопка. Вот она. А это сам дом. Крышу накроем тесом. Крыша тесовая будет, Да, да? тесовый будет. И дом, и этот сейчас материал готовим. Все снахлёст будете ставить? Ну, как положено, как раньше делали. С пазами. Я же по специальности-то, что думаете, всегда таким был? Я ж Крович. Да? Вторая книжка, первая запись Крович. Один гвоздем, две доски. Ну, там у нас будут коровники и это, А скотина будет? скотина. Заведем. Да. Колодец. Землянка там будет у нас уже выкопана. Все, Кур держать. Половина земля. Теленка маленького. Ну тут колодец с журавлем будет, яма? А не знаю, как лучше, с журавлем или С воротом. Раньше журавлем делали, По-разному. А это озеро. а задний план озеро, Ульяновское озеро, Травяное озеро, у нас же вот оно 3 раза горело, вот это озеро. На этом озере 3 раза наши Андрей родители Николаевич. сено косили на этом озере. Вот землянка будет. Землянка это погреб. нет там куры. Может и теленок маленький. Там тепло. Землянки держали скотину. А коровники такие теплые не были, возможности не было у них. Ну, Холодное содержание было. Сразу туда. Ну или телят, овец дома держали. Да. Это я знаю, да. И вот, ну, тут это будет еще перед домом сени. Тоже они планируют. Забор старинный. И день. Да, старинные жители. Ну, вот тут опасно, конечно, настоящий. А он глубокий, настоящий? Конечно, он настоящий. Я думал, это имитация пока. Нет, он просто так не делает. Он так и делает. Ага. Купил землю, слушай. Деревья старые, деревья. Там начали скупать рядом с микрорайоном. И все туда не проехать, ничего. Бросил, и ничего не построить. Сказали жулики, и микрорайон бросили. Телефон вот. Нет, твой телефон. Да. В кармане Лет 5 где-то назад только болото оставалось, маленький котлованчик оставался. Дома? Дожди помогли. Снова озеро Климат стало. меняется. Меняется. 3 года на Прямая стопе. дорогу. Вон дорога даже видно. Да, а сейчас не проехать там. Там маленькая была, чуть-чуть был воды. Это старое дело, да? Это старая историческая. Тут 2 ветерана войны, которые не тут у вернулись нас на это. этой иве, качались. Но оно высыхает, видишь? Вон что? тут у нас ставят. Корни мокнут, Да, да? да, из-за воды они теряют. Мы хотим сохранить, но вот эта правая ветка, она уже все сгнила, ее убрать надо. Ну, Дренаж Камиль, делать. ты пофоткай, потом мне скинь на телефон. вот Камиль. нас... Нас сфоткай вместе, Камиль. Артур Евкадьевич. Здравствуй, Артур Евкадьевич. Давайте сфоткаемся, Артур Иванович, пойдем сюда. Куда? Сфоткаемся. Артур Евкадьевич, наш уважаемый, Уважаемый папа. почетный житель. Художник, кончарные это, рисунки же видели? Да. Пойдемте сфоткаемся. Да его, да? Он и поет, и артист, и... Внимание. Фото. Еще раз. Третий. Все хорошо. Фагаля Кабиги. Камиль, так, пофоткайся. Ну, я сейчас возьму отдельно фотоаппарат, пройдусь. Потом мне скинешь. На фотоаппарат сделаю все. А подворье будет как вот Это в рамках турист, фонда или как музей? Нет, это мы Это его- Нет, мы- формат. Формат музейно-исторический комплекс. А вот. Подборы сибирского татарина Мубарак, благословенный. Запускаем, вы уже приглашены В августе. в августе месяце. Я запомнил, видите? Я хоть не татарин, но тоже всё помню. Фагиль Хазрат, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Дальше было. Андрей Николаевич, наш гость с Москвы, Хазрат, мечети, как он называется, Ихлас? Ихлас называется мечеть. То есть здесь живут честные люди. Практически. А этот дом раньше чей был? Этот дом раньше был частный, сейчас мы его, сейчас мы его выкупили. Все сейчас оформляем. Будет оформлено на
вставки, и здесь уже вот именно в тот комплекс этномаршрута, о чем мы с вами Да, разговаривали. берем слово этномаршруты. Я знаю, как сделать. Все. При ваших музеях в школе вы не понимаете, что тут можно сделать. Чё? Ну, Господь Бог же всегда дает, просто так встреч никогда не дает Господь. Всегда они предопределены к У чему. меня вчера рука чесалась правая. Все. Чувствовал встречи. Ну, дом так по рубке, это ему лет 80, наверное. С 50-х годов. Может, он был с нуля вырублен, мы даже не знаем. А может, он перенесен. Ну, поднимемся. Да, как же. Давай. А что там ничего такого Ну, нет? надо посмотреть. Ну, посмотрите, там надо заработать. Ну, посмотрите вот тут нынешнее состояние, и потом уже... печка есть. Сравнить. Да. А, печка есть, это Конечно. тоже, да, Нет, все. эта печка у нас будет переделываться. Мы неправильно сделали. Все-таки он с лизаком хочет печку, Радик. Да, да. Не серьезно. Акурын доктурун да айткан биз тагын айт. Андан әлеги людага Султан не калат. Он бар мен. Анан Рифат кеткенлер. Дом такой очень добротный. Крутой дом. Очень Обделка все это. Ну, лаги такие серьезные сделаны. Серьезно будет перейдет. Нет, Не знаю, основа может так очень обойдемся такая. маленько, ну что, он похож на то. Ой, да, обязательно. Приближенно. Он если Приближенно. уберется, вот эти угольники там, то есть не было. А сожалению, Проводку надо убрать. Есть такая фирма Кома. А как сделать? Послушай меня. У Он них не есть, переделывает, у меня а дипломница, у меня муж в этой фирме. У них есть эксклюзивная технология прокладки в деревянных домах. Электричество, чтобы не было видно. Надо их найти. Ну, чтобы не было видно, Да, сможем чтобы- сделать. Ну, надо узнавать у них. Ну, у нее дома, она в деревянном Надо доме лампу живет. повесить, чтобы она горела как свет. Ну, у них все, Я ну, как столько бы, ламп собрал уже, там штук 5 их. просто туда будет прямо как вот это под старину. Ну, а сейчас же такие лампы есть, прямо как это. Ой, лежак. свечка. Да-да-да, как свечка горит. Она уже вот так, да. Там прямо вот это мигает. Можно что-то придумать. Слушай, да, классно. Отдохнули, Рифат Владимирович, да, я могу. Где лежали раньше вот? Постель заправляли, урунтак. Кутарвельган. Сундук нужно? Нет, нет, сундук, ну, у нас называется, как это, не стул называется, а раньше углом делали от угла лежак. Я знаю, да. Да, вот это вот. Откуда углом делала у моих, я видела вот у прабабушки. Я видел в школе. Квадратный. Вот, допустим, вот это Ну, или вот. пол-метра поднимаете, там сидят, там нам такое. Там сделано. Это очень дорогой дом. Такие потолки, дранки накидывали, а это прямо доски. Ой, аны зазим оны машиштап қойғандар, оны халыққа. Бұл біздің вот бренд қылады. Да, серьезно. Екі балайын алып томай болады. Мен білмеймін, даже оңынан Хорошая айтады. изба. Как говорит мой знакомый архитектор, такие еще 100 лет простоят. Слушай, сейчас ставят, дай бог 10. Рифат, мы сколько венцов поменяли? Один или два? А? Один венец поменяли. Два. Два венца еще меняли. Ну, да, да. Радик, я тут думаю, раньше же в советское время были же вот эти, вот как вот эти. Потому что Сейчас они опять появились, видишь, свет. Да. Вот под это бы сделать бы еще. Рифат, про чем мы говорим? Вот такие вот эти вот Ну, сделать. я понял. А мы сейчас говорим... Ролики. Да, вот эти вот аккуратно. всё. Вот чтоб не видно было. Да. Не, Роликлар менде бар. Онырақ тука. Анандай ролик. И пусть... Ага. Мында именно света на роликларно провести бы. делаем супер. Да? А у нас сейчас они Нет, Түгін идет бұл рана. Акромның валям. есть технология, которые внутри да. делают. Слушай, да? Всё, за счет Валерон. Сделать,